Сегодня, сегодня 25 мая 2026 года. С вами снова я, Аслан Арцуев. Время 18 часов по Берлину, соответственно 19 по городу Джохару. У нас стрим на канале в YouTube Reality, на канале в TikTok Аслан Арцуев, друзья. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Ичкерии, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности, будьте осторожны, не пишите комментарии и не распространяйте ссылку на наш стрим. Все остальные, пожалуйста, присоединяйтесь. Так. Так, друзья, сегодняшний свой стрим я назвал «Алейкум Возик». Россию ждет крупнейшая катастрофа, Украина диктует ход войны. Об этом и многом другом мы поговорим. Пишите, те, кто находится за пределами фашистской России, пишите комментарии, задавайте вопросы и так далее, и так далее. Как мы знаем, Россия начала массированно бомбить гражданское население Украины. И в связи с этим Россия продолжает заявлять о том, что она продолжит наносить удары снова по гражданским объектам. Москва грозит новыми ударами, сообщает Deutsche Welle на русском, Deutsche Welle. Новыми ударами по центрам принятия решения в Киеве. МИД России выпустил заявление, в котором анонсировал последовательное нанесение системных ударов России по предприятиям украинского ВПК. Мы видели, как сейчас они били по торговым центрам, по гаражам и так далее. Россия фашистская страна. Это террористы и бандиты самые настоящие. Больше бандитов на свете найти нельзя. Вот такие они бандиты. Более того, они не просто бандиты. Это просто абсолютно... Руководство России абсолютно аморально, беспринципно и абсолютно не имеет никаких нравственных, моральных рамок. Они занимаются наркотиками, они занимаются похищением велосипедов. Как вы помните, несколько лет назад были задержаны сотрудники голландского посольства, российского посольства в Голландии, в Нидерландах, которые занимались кражами велосипедов и потом их продавали. Они занимаются наркотиками, они занимаются криминалом, всем, чем только возможно. И вот сегодня стало известно, в Чехии задержан митрополит Русской Православной Церкви Иларион. В машине митрополита Илариона нашли контейнеры с веществом белого цвета. Сам он утверждает, что никогда не имел отношения к обороту наркотиков. Ранее СМИ сообщали о связях Илариона с ФСБ. Власти Чехии задержали митрополита Илариона, который ранее был вторым по значимости лицом после патриарха Кирилла в Русской Православной Церкви. То есть отделение ФСБ, отдел ФСБ. Задержание произошло в четверг, 24 мая в Карловых Варах, сообщается в телеграм-канале Илариона. В машине Илариона найдены контейнеры с веществом белого цвета. Как утверждается, сотрудники полиции остановили автомобиль иерарха РПЦ для проведения обыска. В ходе досмотра в багажном отделении были обнаружены 4 небольших контейнера с веществом белого цвета. Состав, происхождения и характер вещества должны быть установлены только компетентной экспертизой, говорится в сообщении. Иларион отрицает причастность к незаконному обороту наркотиков. По словам защиты Илариона, он категорически отвергает любую какую-либо причастность к незаконному хранению запрещенных веществ и считает произошедшее провокацией. Я не имею и никогда не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотических средств. Для меня, как для священнослужителя, само предположение о подобном является безусловно ложным.
Я настаиваю на полной, независимой и процессуально безупречной проверке произошедшего, цитируют его представители защиты. Митрополит Иларион в миру Григорий Алфеев долгое время возглавлял внешнеполитическое ведомство РПЦ. После начала полномасштабной войны России против Украины его перевели в Венгрию на должность управляющего Будапештско-Венгерской епархии. Однако там он продержался недолго. После того, как келейник Иларион обвинил его в сексуальных домогательствах, митрополита перевели на служение в Карловы Вары. Чешские и венгерские СМИ сообщали о связях Илариона с российскими спецслужбами. В частности, было опубликовано видео, на котором Иларион стреляет по мишени в тире из оружия, используемого сотрудниками ФСБ. По информации чешского издания Деник Н, ссылавшегося на бывшего соратника митрополита, Иларион утверждал, что стрельба проходила в штаб-квартире ФСБ в Москве. То есть матерый КГБшник, священник, который должен быть очень нравственным и порядочным во всех этих смыслах, занимался вот такими вот непотребными вещами, оказывается. И это ни для кого не секрет. Я не знаю, здесь возможно там связан с ФСБ. РПЦ это отдел ФСБ, как и духовное управление мусульман и все остальное. Религия тотально под контролем, то есть фашистская Россия тотально контролирует. Это всем известный факт. Ничего нового мы в этом не откроем. Также известно, что самолет с министром обороны Британии подвергся атаке РЭБ, радиоэлектронной борьбы, у границы с фашистской Россией, сообщили британские СМИ. Сигнал GPS самолета британских ВВС, на борту которого находился Джон Хилли, пропал у границы РФ и отсутствовал на протяжении всего 3-часового полета. Предполагается, что за атакой стоит Россия, пишет The Times. Министр обороны Великобритании в сопровождении политических и военных советников, а также генерала-лейтенанта, 2 фотографов и репортера газеты The Times возвращался домой после посещения британских военнослужащих, дислоцированных на юге-востоке Эстонии. По сообщению британской газеты, после отключения спутниковой связи ноутбуки и смартфоны не могли подключиться к интернету, а пилоты были вынуждены использовать резервную систему навигации для определения своего местоположения. Несмотря на это, полет прошел в штатном режиме. Источник The Times в британском оборонном ведомстве охарактеризовал этот инцидент как безрассудное вмешательство со стороны России, которое могло затронуть гражданские воздушные суда. Однако отметил, что королевские ВВС были хорошо подготовлены к реагированию на подобные ситуации. И по поводу, вот сейчас Путин обещает снова наносить удар по Украине и говорит, что вот из-за того, что МИД России об этом говорит, что вот там нанесли удар по Старобельскому, Луганской области и так далее. И появляются все новые и новые факты по поводу нанесения удара. Дело в том, что вот есть такой репортаж. Быстрее и незаметно. Сейчас, друзья. Технические тонкости, что... Одну секунду. Сейчас у меня опять апелляция пришла. Постоянно жалуются эти на меня, да, ТикТок. Луганск. То самое учебное заведение. Я вам сейчас дам прослушать, о чем на российском канале «Россия-1» об этом они рассказывали, о чем они говорили. Давайте послушаем просто, чтобы знать, какие там дети находились. По детям ударили и так далее. Технические тонкости, чтобы летели дальше быстрее и... Технические тонкости, чтобы летели дальше быстрее и незаметно. Вот такой дрон несет боеприпас 2 килограмма. Курсанты... То есть, я вам просто прокомментирую, чтобы вы же не видите, что здесь происходит. Здесь сидят девушки и молодые парни. Ну, как минимум, им, они совершеннолетние, там, по 18 лет им точно.
Девочки в военной форме, сзади них военные тоже мужчины стоят, солидного уже возраста. И тоже молодняк сидит, пацаны молодые сидят за партой, за партами. И там они одеты в гражданскую одежду, и им показывают дроны. На стене висят там ГРУ, там Вагнер, по-моему, там еще что-то, там вот эти их знамена, там вот это все висит. Студенты и лицеисты уже на пороге выбора профессии. Здесь в основном те, кто хочет связать свою жизнь с правоохранительными органами, МЧС и защитой Родины. Военные рассказали о наиболее востребованных направлениях. Это механики-водители и специалисты беспилотных сил. Каждый играет в игры на ноуте, все разбираются. Нас проще обучить, чем людей, которые уже в возрасте, которые могут обучиться на совсем другое. У многих курсантов и в семье есть свои герои. Вежливый хочет пойти по стопам отца. Здесь он практически каждый день изучает стрелковую подготовку, тактическую медицину и беспилотники. Очень хотелось служить Родине, служить Отечеству, поэтому решил пойти, записался как доброволец и планирую подписать контракт. Здесь и инструкторы-защитники Донбасса и Новороссии. Даниле Жмурову всего 24, он уже обучает не только юношей, но и офицеров перед отправкой на СВО. Его боевой путь начался со штурмовиков, прошел через артиллерию, как и его отец. Там же пришел к БПЛА, сопровождал и корректировал огонь. Но я, скажем так, более адаптивный. Ну вот они сидят, им компьютер у них жестики, управляют, ну, обучают ребят, показывают дроны, там, сделанные там, из каких-то палок, по всей видимости. Но, извините, это Россия, да. Поэтому вот такая вот ситуация. Это вот за что рассказывать. Там, по всей видимости, удар вот пришел по вот этим людям. Также по тем людям, которые вот обучались. Ребенок самый молодой 2007 года, нам пишут. Самый молодой ребенок 2007 года, это как минимум 19 лет. По крайней мере, это уже человек, которого берут в армию. Уже 18 лет берут в армию. Также очень интересная находка на месте вот этого взрыва и на месте вот этих развалин, которые образовались после удара. На месте удара по общежитию Старобельский обнаружен терминал Starlink Mini. И показывается, сам вот этот Starlink Mini показывается. Военкор, российский военкор, Александр Коц показал иностранным журналистам устройство, которое, по данным российских военных, использовалось украинскими дронами. Starlink применялся как для точной навигации в условиях РЭП, так и для управления беспилотниками в реальном времени. Если будут найдены записи с камер дронов, это подтвердит, что операторы ВСУ видели цель, говорит. И вот они здесь заявляют об этом. Фактически на месте они хотят сказать, что украинцы нанесли удар по детям, хотя били по дроноводам. И свой Starlink они хотят приписать таким образом украинцам. Они хотят сказать, что это вот действовали украинцы. Действовали вот таким вот образом. Вот такие вот дела, друзья. Мы знаем, как Россия действует, и это всего лишь повод, который они пытаются использовать для того, чтобы нанести удары по Украине. Бьют они для того, чтобы вынудить американцев сесть с ними за стол переговоров. Они хотят таким вот образом продемонстрировать, что они без участия американцев будут очень жестко бить по Украине. На самом деле ситуация в корне уже поменялась. Украинцы перехватили инициативу, и украинцы каждый день усовершенствуют свои возможности, свои военные технологии для того, чтобы бить врага.
без спутников Starlink посмотрим, как Украина и Европа повоюют, говорит. Джоник, давно пора спутники все потушить. Говорит. Конечно, давно пора. Потушите. Только одна проблема, вы не можете их потушить. Во-первых, притронуться к американским, кишка тонка американским спутникам. Потому что вы же помните, что стало с Аятоллой Хаменеи? Помните? Так вот, Путин и банда ФСБ готовы всех россиян, все 90 миллионов сжечь в печи, чтобы один день хотя бы прожить. Не говоря уже о том, чтобы 1000 человек в день, чтобы там погибало. Поэтому никаких вообще шансов у России победить нет. И сбить спутники вы не посмеете. Ну да ладно. Спутники обычно как к плохому танцору чешки жмут, как известно. Поэтому всем понятно, да, что да, и Starlink, американцы помогают. И если бы не Starlink, вы давно Киев взяли бы. Это все понятно. Только этот Starlink появился, вот может быть, год назад. Дроны тоже активно начали, вот год как, может быть, чуть больше, меньше использовать. Вот массово использовать, хотя они давно применялись. Поэтому все, что вы говорите, это чушь. И вы не можете отрицать так нагло вот то, что вы видите. И знаете, в чем проблема ваша, россияне? В том, что вы лжете сами себе. Нам то, что лжете, это понятно. Вы там считаете, что таким образом у вас какой-то успех, вы там добиваетесь чего-то. Но вы так сильно заврались, ваша власть, вы сами, что вы сами себе лжете. Это катастрофа для вас. Сами, если вы это осознаете, понимаете, это для вас катастрофа. Не для Путина, для вас, простых вот этих бандитов, которые идут воевать. Вооруженных бандитов, которые идут воевать. Поэтому постарайтесь хотя бы иногда говорить правду. А что они молчат, куда попал второй орешник? Не знаю, куда попал второй орешник, но то, что попал первый орешник, вообще я не верю, вообще не верю в ваши вот эти сказки про орешник, который там супер все сносит и так далее. Да, есть оружие, есть атомная бомба и так далее. Но она же обратно тоже пролетает, правильно? Что еще нужно сделать? Тут комментарий мне одна девушка пишет, говорит, что вот мы там, если бы, как она пишет, что вот и мы вот возьмем Киев, просто не хотим брать Киев, а так, если бы хотели бы, то давно взяли бы этот Киев. Они бомбят наших Вот детей. послушайте. Мы что должны делать? Ну, конечно, должны ломануть орешником. Чем это кончится, сложно. Вот посадили меня прямо напротив коллеги из Германии. Сложно мне сказать, чем это кончится, но глядя на вас, я не могу не вспомнить, что Сталин в 41-м не собирался брать Берлин. Правда же? Ну, вообще на момент 41-го года и мыслей у него таких. Ну, в итоге, я ей сказал, что я написал комментарий, там, что обещали за 3 дня взять, и вот до сих пор берут Киев. И мне там дамочка пишет, что если будет нужно, то Киев возьмем за 3 часа, как рассчитала американская разведка. И американская разведка вообще-то рассчитывала, что не 3 часа, а чуть подольше, про 3 дня вообще говорили россияне. Ну, что украинцы не выстоят, говорила американская разведка. Так вот, американская разведка и ее прогнозы оказались ошибочными. И украинцы не только выстояли, они сейчас бьют очень страшно и больно. Но несмотря на это, вот россияне продолжают вот сами себя обманывать и нам вот это все рассказывать. А в итоге получается, что россияне уже ссылаются на американскую разведку. Это прогресс, это очень хорошо. Еще нужно научить себя сразу, да, ночью 3 часа, если разбудят. Господи, благослови Америку, нужно говорить. Это обязательно в порядке нужно научить. А то как иначе? Кстати, русский фашист, философ Дугин
сообщил, что интернет россиянам нужно выдавать порциями за хорошее поведение, заявил философ Дугин. А если плохое поведение, расстрелять. Так обычно на России происходит. Вот такие вот дела. Так, салам алейкум, алейкум ассалам, позитрон, Машвовель, шалом Иркин, слава Украине, героям слава. Так, Дагестан, Чечня, Адыгея и так далее. Всего около 100 народов и народностей, согнанных в Орду штыками. Что поразительно, лаптеноги не понимают, что они Орда. Сами живут как варвары и других рабство загнали. Да, я согласен, только мы оккупированы. Мы оккупированы. Все остальные захотелись остать добровольно. Народы не выходили. Дагестан даже не принял декларацию о независимости, о свободе там, и так далее. А Чеченская республика Ичкерия — это оккупированная страна, как оккупированная часть Украины, как оккупированная часть Грузии и так далее. Поэтому это очень важно. Для нас это очень принципиально и очень важно. Мы заплатили за это четверть своего народа, 25% наших, более 25% наших людей было погибших, убитых. И мы требуем привлечь к ответственности виновных за эти преступления. Наша страна оккупирована. Это нужно обязательно запомнить. Сейчас нам пытаются представить там на украинском канале Freedom разные подоляки, там разные другие там пророссийские нарративы продвигают усиленно и пытаются нам рассказывать о том, что мы часть России там, и так далее, и так далее. Нет, это абсолютно не соответствует действительности. Советский Союз перестал существовать, и мы получили свою свободу. Весь мир пошел на преступление фактическое, на нарушение международного права и согласились на то, что Чеченская республика — это часть России. Вот такая вот ситуация. И знаете, мне кажется, что сейчас им немножко, вот этим старым уже, которые тогда принимали решения, вроде Клинтонов и разных других товарищей, им и стыдно, и они боятся ответственности. Боятся ответственности за то, что они тогда предали и свои декларируемые, свои вот эти принципы: демократия, свобода личности, права человека, свобода народов, право на самоопределение и так далее. Все это было просто выброшено в урну. А им хочется быть великими деятелями, историческими, там, политическими деятелями и так далее. И чеченский вопрос — это большая проблема для них. Поэтому они так пытаются делать. И вот в Украине мы тоже видим, какие-то люди там рассказывают о том, что Дагестан нужно признать. Дагестан. Я целиком и полностью, чтобы было понятно, поддерживаю независимость и свободу всех народов, которые находятся в России. Всех народов. Но это должна быть воля народа. Я против того, чтобы кого-то, какая-то группа людей представила себя представителями этого народа и говорила: да, мы хотим свободы, или мы не хотим свободы, или еще чего-то. Демократия, она на то и демократия. Демократос, народовластие. То есть народ решает. И мы, народ, чеченский народ, решили, мы сражались, мы гибли для того, чтобы бороться против вот этой империи за свою свободу. А нам сейчас там рассказывают какие-то там товарищи, которые нигде никак не проявили себя, ни в политическом смысле за долгие годы, ни в борьбе против оккупации. Рассказывают, что вот там Дагестан должен быть свободным, это должен быть. Еще раз, я только за. Но должна быть воля народа. Хотя бы митинги мы должны увидеть, что народы выходят и говорят: вот татары выходили. Их власть предала фактически.
им там понасывали разных там печенюшек, и вот заткнули их, кого-то там запугали, кого-то купили, кого-то убили, и вот, в принципе, татар заткнули. Но другие не рвались на свободу. Давайте мы не будем народ, который всю свою историю борется за свою свободу, и сейчас, после развала Советского Союза, боролся за свободу и потерял 250 тысяч своих граждан, сравнивать с теми и доводить до уровня, что тех, которые ничего не делали все это время. Да, были дагестанцы, черкесы, другие люди, которые помогали бороться нам, бороться против России. Некоторые из религиозных соображений боролись, некоторые по другим причинам. Но по факту масса народа не воевала, не митинговала, не надо воевать, весь народ не воюет. Женщины, дети, взрослые, старики не выходили на митинги. И нам рассказывают, что вот там свобода. Но это имитация. Вот в чем вся большая проблема. Они понимают, наши враги понимают, что запрос у того или иного народа, он всегда есть на что-то. И для того, чтобы опередить их, создаются симулякры, имитация, такие псевдопатриоты, псевдозащитники этих народов. И вот эти псевдопатриоты говорят, вещают от имени народа. На каком основании? На каком основании? И таким вот образом Чеченскую республику Ичкерия принижают, что вот мы часть России. Мы не часть России. Да, мы оккупированы. Согнали нас, да, и крымских татар туда согнали, украинцев некоторых согнали, которые сейчас там в Луганске и Донецке проживали, которые не хотели бы быть там в этом составе этой фашистской России. Поэтому это очень важный, принципиальный момент. И нужно вот в этом моменте быть очень-очень аккуратным и щепетильным. Демократия – это решение правящей элиты, а не всего народа. Понял, говорит Василиса? Но я не знаю, как у вас там все это решается на России. Точнее, я знаю, как у вас там решается. Никакой демократии у вас там нет. Но демократия изначально. Давайте я вам расскажу очень интересное наблюдение, которое я сделал. Дело в том, что, возвращаясь к истокам, да, чеченцы, чеченский народ, нохчи народ, это является народ, который исконно, древний, сохранил первозданную демократию. Мы, чеченцы, демократы по своему ДНК. Изначально первородная первая демократия на земле была шумерской цивилизацией, далее по списку, да, Урарту, Митания и все остальное. Так вот, вот эта демократия, которая есть, она была божественная. Божественно. Демократия – это от Бога. Демократия – это от Бога. Не сегодняшняя демократия, которая потом становится потихонечку империей, там каким-то ультралиберальной демократией и так далее. Демократия, когда общество само определяет свое бытие, свое развитие. И в этом смысле, если далеко назад смотреть, после после потопа, скорее всего, регионального, большого, мощного, страшного потопа, люди, которые сохранились, да, которые остались разные племена, общности разные, которые им Ной вместе со своими 3 сыновьями начал распространять вот эту самую божественную демократию. То есть, когда народ, человек является равным друг другу, люди равны друг другу, нету ни выше человека, ни ниже, нету народа выше или ниже, все равны. И это и есть первородная демократия. Она основывается на божественной силе, так она тогда закладывалась. И все народы, куда пришли потомки Ноя, они не родили этих народов. Да, везде, где вот мы сегодня видим, до Китая, Индии, Европы, вот эта вся территория, куда расходились сыновья, внуки, правнуки Ноя и распространяли к народам, к общностям, которые жили, скажем так, в диком
состоянии, они им распространяли вот, божественное слово. И это божественное слово сегодня интерпретируется этими народами, которые по-разному развились. Немецкая, например, цивилизация, да, она тоже имела, скажем так, просветителя от Ноя. И англосаксонская, итальянские племена, и греческие, все, которые мы сегодня знаем народы, они имели изначально свой заряд к развитию цивилизации, имели от Ноя и его сыновей, его потомков, сыновей, внуков, правнуков, они распространяли. 1000 лет это продолжалось, понимаете? Поэтому Гитлер и некоторые другие искали и создавали рейх там тысячелетний, там, империю тысячелетнюю и так далее. Это ошибка, потому что они не создавали империи, они создавали свободные общества. Свободные общества, регулируемые божественной сакральной силой, не просто вот как есть. И все эти народы, зная свое мировоззрение, свой культурный, цивилизационный код, они стремились к возвращению, потом приняли христианство, потом приняли ислам, вот, и это потом сперва вот мировоззрение Ноя, божественное мировоззрение, оно потом скатилось снова к тому, к чему мы сейчас привыкли уже видеть. Это было там 3000 лет назад, там 4000 лет назад, 2000 лет назад. Скатывались к империи, к диктатуре скатывались. И каждый раз народ самоочищался, боролся с диктаторством, боролся с царями, с угнетением, с феодализмом, с рабством. Вот это развитие, оно вот в этом русле борьба, то есть добра, света со злом, с Бога, с дьяволом. Вот, если сказать в теологическом смысле, шла борьба. И христианство, оно ведь не сегодняшнее христианство, если бы сегодня Иисус увидел бы, в каком виде находится Ватикан, в каком виде Русская Православная Церковь находится, в какой роскоши, в каком богатстве они живут, он бы от них отрекся, не задумываясь. Я так думаю. Не могу решать за Иису пророка, за Иисуса, но я так думаю. Потому что человек был бедный, абсолютно бессеребренник, ну и так далее. И потом было принятие христианства, которое тогда тоже дало новый заряд для многих народов, когда божественная сила, которая от Иисуса, который был реально послан Богом, который говорил то, что ему велел говорить Бог, я в это верю. И в этом смысле было все, значит, нормально. Но потом опять это все скатывалось, потому что через религию, те силы, которые нами управляют, они захватывали, внедрялись, управляли нас, воздействовали нас через религии. То же самое касается ислама. В исламе есть 4 праведных халифа. Все, нету больше праведных халифов. Понимаете? Их специально так обозначают. 4 праведных халифа. И они буквально просуществовали там по 5, по 10 лет. Они успевали, кто-то там меньше, больше править. И их убивали, там происходили с ними разные вещи. Потому что борьба постоянная шла. После этого в исламе нету праведных халифов. То есть, если он не праведный, он не пророк, он не божественный посланник, он просто праведный человек, обычный, как и мы все. Но они были праведниками, они были современниками Мухаммада, мир им всем. И в итоге мы скатились к тому, что в исламе есть огромное количество течений. Эти все праведные халифы, все или некоторые из них убивались, была вражда, потом разделились на суннитов и шиитов, вражда за власть, борьба за власть. И в конце концов религия снова стала не тем, что дает нам Бог для того, чтобы мы развивались, там, созидали, любили, уважали, не убивали, не врали. Она дается, она была снова
взято под контроль, где-то с переменным успехом, где-то христиане вырывались, какие-то там монахи, какие-то священники вырывались из вот этой системы порочной и дальше проповедовали, да, потому что Бог всегда есть, да, есть дьявол, есть зло, сатана, но также есть и добро, свет. И сегодня, вот если сравнить на сегодняшнем примере, Украина это свет, добро, которое борется за свободу, да, пытаются их тоже, их священную борьбу перевести во что-то плохое. Это тоже мы видим все. То же самое происходит происходило тогда, когда вот развитие это шло. И через эти религии нами управляют. То есть я хочу сказать, что та первородная демократия, которая зародилась от Ноя, и сегодняшняя, ну, скажем так, 100 лет назад демократия, когда она вначале созревала, ее тоже пытаются переделать, эту демократию. То есть все народы, они возвратились к учениям Ноя, к истокам, к первым своим этим. То есть для чеченцев, чтобы было понятно, которые отвергают демократию, это там что-то там гей-парады, там еще что-то, это все, это не так. Я хочу сказать для чеченцев, что Нохчалла, это и есть та демократия, которую весь народ ищет. То состояние, в котором живем мы, кавказцы, мы, чеченцы, кавказцы, это и есть та самая демократия, которая была. И мы ее пронесли, да, с искажениями, да, с перекосами в разное время, в разные поколения, диктаторство, плохие времена, хорошие времена, все это меняется, циклично происходит это. Но человечество ищет, люди, человеческий мозг, человеческая мысль, она ищет возможность найти баланс с окружающим миром, с окружающими людьми, с Богом, с природой, со всем. Ну, не всегда получается, потому что есть и плохие силы. Это вот КГБ СССР, ФСБ, имперская Россия. И не только она, кстати говоря, но сегодня это яркий такой пример. Вот в этом смысле мы должны понимать, что такое демократия, куда нас ведут. Нас делят не только на христиан, иудеев, мусульман, нас буддистов, разных, третьих, десятых. Нас еще делят внутри этих религий. Католики, протестанты, евангелисты, и баптисты. Огромное количество христиан есть вот эти течения. То же самое касается ислама. Шииты, сунниты, хабашиты, вахабиты и так далее. Ну кто это делает? Если человек, который верит в Бога, поклоняется Богу, зачем ему это делать, если он искренен в своих побуждениях? Если он не хочет управлять этими людьми, то есть нами всеми. Вот таким вот образом появляются какие-то люди, которых поклоняются доллару, поклоняются золоту, поклоняются рублю, неважно, деньгам, материальным благам. И власти, жажда власти, это, говорят, тоже очень сильная болезнь. И вот таким вот образом нас разделяют и стравливают. Я категорически против этого. Я за то, чтобы мы вернулись к первозданной демократии. А для чеченцев поясню, чтобы мы вернулись все к Нохчалла. Это не значит, что мы не должны быть христианами, иудеями, мусульманами. Нет, оставайтесь. Пожалуйста, ни в коем случае не нужно от этого отказываться. Это то, что нам отцы наши, предки передавали, и мы должны это сохранять, ценить. Но давайте переосмысливать это все. Смотреть, для чего мы здесь. Для чего, что мы здесь делаем. Я просто не понимаю, как мы можем, умные, образованные, имея интернет, возможность добыть практически любую информацию, находиться в таком невежественном, можно сказать, состоянии. Валейкум ассалам, осень. Так, Андро, спасибо всем, друзья. Спасибо за подарки, завалили. Гутенабен, Бандеровка, приветствую тебя, дорогая. Савелий, приветствую. Шалом, дорогой. Так.
Ника, вы мне писали в WhatsApp, я не отвечаю ни в WhatsApp, нигде, я ни с кем не общаюсь. Пока я взял паузу. Извините, пожалуйста, я ни с кем пока не общаюсь. Так, дальше пойдемте. Мир, Петрушенко и вашему мир дому. Алейкум, гражданин Ичкерия, Машвойлу. Чеченский народ будет свободен, Украина победит фашизм. Да, Алмула, Вадим, да, Алмула. Астан, ты, как всегда, молодец, все верно говоришь. Спасибо, Вадим. Алейкум, Осман, приветствую всех. Годы своей молодости, еще при СССР, пишет Петрушенко, ездил за длинным рублем в Северный Казахстан. Удивлялся большому количеству чеченцев и ингушей, проживающих на тех территориях. Удивление было вызвано незнанием. Никто тогда не говорил о депортации, все замалчивалось. Чеченцы и ингуши каким-то чудесным образом взяли и перенеслись на тысячи километров. Да, без права возвращения было вначале, вечную ссылку было. Но когда вот вы в советское время еще ездили в Северный Казахстан, там вот в эти территории, это место еще, куда чеченцы ездили и ингуши ездили на так называемую шабашку. В Россию ездили, в Казахстан, ну, Советский Союз тогда был большой, ездили. И у кого где-то там остался, да, связи в Казахстане там и так далее. И туда ездили, и вот, так, скажем так, вахтовым методом на несколько месяцев уезжали, строили там разные эти. И вот таким вот образом Россия давала немножко возможность чеченцам заработать, потому что нищета была, чеченцам, ингушам заработать. Нищета была, и они боялись, что мы поднимем... Уже Советский Союз задыхался, уже было понятно решение. Сейчас уже Российская Федерация уже не существует. Вот, на мой взгляд, ее уже не существует. Точно так же, как уже некоторые люди в Кремле знали, в КГБ знали, что не будет существовать СССР. Они уже тогда это знали. И тогда нас, чеченцев, чуть-чуть пытались дать нам заработать. И как бы там где-то там поехал в Россию, там где-то куда-нибудь, там на Машке женился, там остался, там. Ну и как бы можно завербовать кого-то, можно где-то там посадить, еще там. Ну и как бы таким вот образом и немножко ты денег зарабатываешь, значит ты не слишком голоден, а значит ты бунтовать не будешь там и так далее. Но дело ведь не в деньгах для чеченцев. Не деньга. Вот нам показывают там разных кадыровцев, мудыровцев, там, которые за деньги там в роскоши купаются. И там раздают там деньги, машины дарят и так далее. Победить их не смогли, там один мне комментарий пишет, а вот там они их смогли купить и так далее. Не смогли купить чеченцев, не смогли. Купили каких-то, в каждом народе они есть. Я думаю, в других народах их не меньше, может быть даже больше найдется, кто продастся. Но большинство чеченцев не продались. Не продались. И не продадутся. Чеченцы не имеют свойства не продаваться, не покупаться там, и так далее. Но семья не без урода, как говорится. Поэтому тогда многие ездили, не будем сейчас уходить в эту сторону, ездили на шабашки, а так, да, и живут и в Казахстане, и в Киргизстане, и в Ингуши. Не так много их осталось, конечно, но остались, да, есть, которые остались. Вот как-то так, да. Как-то так. Чечня и Украина братья навек. Это ли? Полностью согласен. Может быть, мы не по крови братья. Может быть, мы не по цвету волос братья. Но мы по мировоззрению, по достоинству, по чести, по желанию быть свободными, пусть бедными, пусть в худшем состоянии будем. В принципе, как говорят, да, лучше свобода, чем бедность, чем несвобода, там,
за деньги можно там купить его и так далее. Россия не купила всех, она купила группу чеченцев, чеченцев, я даже сомневаюсь, что они чеченцы. Ну, какую-то группу людей, которые давным-давно работали на КГБ, не просто за деньги, они много-много чеченцам нанесли зла, вреда. И у них нет другого, они добровольные, у него другого выбора нет. Они добровольные слуги системы КГБ СССР, ФСБ. И они дальше будут продолжать. Дадут им деньги, значит, они будут более рьяно это делать. Меньше дадут, меньше. Но по большей части мы остались теми, кем мы есть. И останемся, и останемся. К большому сожалению, среди русских таких людей мало. И они, среди нас, чеченцев, они становятся свободными. Вот какое-то странное вот ощущение, странное какое-то преображение происходит. А вот внутри российского общества система, видимо, так она работает, так действует, и плюс еще влияет окружение, вот, они остаются, к сожалению. В Украине, вот, например, русские, они бьются, гибнут, сражаются, мы видим это все. А вот на России очень мало свободных. Ну, они есть. И они, вот те, кто есть на России, они реально являются алмазами. Реально. Это, ну, просто в этом обществе, чтобы вот такие люди сохранялись, это просто невероятно. Ну, просто невозможно такое, как по идее должно быть, если само общество такое стать. Но они есть. Есть мало, но есть. Религия – это зло, спасает лишь вера. Религия, да, нужно просто понимать, некоторые не до конца понимают, Вадим, когда вот такие мы вещи говорим, и что мы вот там не могут разделить. Вот, я понимаю, о чем вы говорите. Да, есть вера, она есть в тебе, да, человек. Ну, я думаю, что любой человек, он верующий. Может, он не до конца понимает, как, куда, как верить, в кого верить. Но он не может не понимать, что он из ничего появился и ни во что уйдет. И это все просто само собой сложилось вокруг нас. Вот эти вселенные, галактики. Просто воду, одну воду возьмите, больше ничего. Самое большое чудо – это вода, которая есть на этой земле. И вот эта вода, она, например, это единственное вещество, которое при замерзании не опускается на дно, а поднимается. То есть в воду и всю вот эту водяную живность, лед он закрывает и хранит ее в тепле, спасает. А если бы лед замерзал бы и изнутри и погружался бы, он становился тяжелее воды. Единственное вещество, которое когда оно становится твердым, оно не тонет, а всплывает. Все остальное тонет. Любая вещь, которая в твердом состоянии, в лаву, там, железную лаву возьмите, железный шар бросьте, он туда уйдет на дно. А лед остается наверху. И много еще свойств у воды. Это очень интересно. И ну, это все, оно не могло сложиться просто так. Понимаете, что вот именно в воду, чтобы вся там живность, которая есть, там рыбы, растения, которые есть в воде, чтобы они сохранились, чтобы они выжили. Вот я сегодня буквально смотрел какой-то там ролик, и там 70 градусов мороза где-то в Сибири, где-то какой-то парень достает рыбу, там, пробил лунку, достает оттуда рыбу, буквально через секунду она замерзает, просто моментально. А в воде она жива. Она жива, плавает и так далее. Он ее достал из воды, она замерзла, настолько холодно. И не верите, ну, мне кажется, ну, человек либо очень сильно обижен на Бога, либо он, я извиняюсь, еще умственно недоразвит, чтобы понять это все. Либо обижен, просто на что-то обижен, и вот он, протест у него такой. Ну, это бывает такое ребячество. Поэтому в этом смысле для, например, мусульман не требуются никакие попы, никакие муллы, никакие там муфтии. У тебя есть Коран. Все, есть ты и Бог. Читай, не согласен, ну, не понял что-то, изучай, спрашивай и так далее. А так,
Есть ты и Бог, говорит ислам. Все, между вами не должно быть никаких посредников. Никто не понесет ваших грехов. Поэтому это все нужно понимать и относиться к этому с пониманием. Так, Дейли Саламашал. В Южном Казахстане было много турков-месхетинцев. Да, им не разрешили вернуться тоже. Им не разрешили туркам-месхетинцам вернуться. И я думаю, вот сама вот эта депортация, она была, ну, в принципе, борьба шла, я думаю, депортация чеченцев и ингушей, исходить из действий, которые предпринимала советская власть, она была не просто борьбой против чеченцев и ингушей, она была борьбой с нашей историей. И с первых дней, это свидетельствуют все очевидцы, Россия уничтожала. Вот все 13 лет, пока мы там были в ссылке, Россия уничтожала всю нашу историю, всю под корень. Все там, костер в Грозном стоял 3 недели. Со всей республики свозились книги, тептеры они у нас назывались, там древние книги, архивы, все, что чеченцы хранили. У каждого тейпа были свои тептеры, у каждого тейпа были свои там люди, которые за это отвечали из поколения в поколение, все это сохранялось. Это все уничтожалось. Сперва уничтожались эти люди, потом уничтожалась вот эта вся литература, которая имелась, уничтожалось все, что могло как-либо подтвердить, что тут были когда-то чеченцы или ингуши. Все до единого. Кладбища, башни. Там, вот мы знаем про сторожевые башни, мы видим. Там в Ингушетии их чуть больше сохранилось, там в Ичкерии их там тоже сохранилось. Но на самом деле, кроме этого, были огромные там чуть ли поселения такие, как, знаете, как крепостные, крепости такие, большие такие, как населенные пункты. Нельзя их назвать городами, можно их назвать такими замками, как вот здесь в Европе они существуют. Вот это все уничтожалось. Башни, вот эти сторожевые башни, которые остались, они остались только лишь благодаря тому, что они находились в труднодоступных местах. Нужно было возить взрывчатку, они из пушек расстреливали их как могли, потом взрывчатку подвозили, взрывали там, и так далее. Потом, ну, мы видели, разрушенные они есть до сих пор там. И потом из этих камней делали там свинарники, коровники, из надгробных плит. Вот чурт это у нас называется. Вот из этих чуртов делались. И Россия уничтожала, боролась с нашей историей. Не просто она боролась с чеченцами, с ингушами, которых всех мужчин до единого, как сейчас они в Украину отправляют, до единого, кого смогли поймать, отправили на войну. Просто тотально, просто редко кто оставался. Где-то там сбежал в горы, там, где-то там больной был, где-то там не попал там, или в труднодоступных населенных пунктах находился. Вот этих людей, они сохранились. И они никуда не ушли, даже когда была депортация. Они воевали, уничтожали НКВДшников, там, расстреливали там, мародеров и так далее. Вели партизанскую борьбу. До 1976 года борьба продолжалась. Один из последних, Хасуха Магомадов, был убит в 1976 году. Вот так вот Россия вела с нами вот борьбу против. И основным поводом, который они объясняли, там какие-то силы внутри России хотели уничтожить историю чеченцев, а объяснялось это так для всех, что мы помогаем туркам. И турки-месхетинцы, если вы обратите внимание, кроме войнахов, чеченцев и ингушей, депортации подверглись тюрки. Тюркоязычные все народы, которые жили на Кавказе. Ну и немножко досталось калмыкам. Хотя не немножко, калмыкам тоже очень хорошо досталось. Уничтожались, черкесы уничтожались. И вот в основном все, кто автохтонные народы, да, так называемые, они уничтожались. Хотя некоторые дагестанские народы, они тоже автохтонные. И их не истребляли почему-то, по какой-то причине. Вот такая вот была борьба, и она продолжается. И сейчас Россия нам готовит такую же еще одну свинью подложить, готовится. Я надеюсь, у нее ничего не получится.
Так, подождите, у меня здесь немножко произошли сбои, мне кажется. Вот так вот, мне кажется, будет лучше. Разведка США и Украины могут за неделю узнавать о планируемых массированных ударах РФ. Лемон пишет. Планирование масштабных ударов требует от вооруженных сил России сложной логистики. И именно за такими подготовительными действиями внимательно следят украинская и американская разведки, пишет издание Le Monde. Первые признаки атаки часто исходят от стратегической авиации. Им необходимо достать крылатые ракеты, вооружить самолеты, перебросить их с постоянных баз на 5 или 6 действующих взлетно-посадочных полос. Эти операции, естественно, занимают часы, если не дни, заявил журналистам начальник управления коммуникаций воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Во время массированных ударов армия РФ задействует сотни операторов дронов, стратегическую авиацию, Черноморский флот и Каспийскую флотилию, ракетные и артиллерийские войска сухопутных сил, а также ракетные войска стратегического назначения. В случае атак ракетами средней дальности, такими как «Орешник». Оценка их дислокации и боеготовности позволяет спрогнозировать факт будущего удара и его масштаб примерно за неделю до атаки, указывает Le Monde. Вот такие вот интересные вещи появляются. Мне больше всего нравится новость сегодняшняя про задержание Илариона в Чехии, митрополита. Он, может быть, у него вечеринка намечалась, может, просто там кому-то хотел подарок сделать. Взяли его за какой-то кокаин там или за какое-то белое вещество, взяли и так его хлопнули. Чехи, они не любят вот этих попов разных российских. Это предвзято, так нельзя, да. Откуда находите столько сил, чтобы каждый день вести стрим? Это огромное напряжение и большая работа. Да, может быть. Но на самом деле я отдыхаю на этой работе, потому что я сегодня работал, тоже воскресенье у нас. Сегодня понедельник, но у нас выходной сегодня. Вчера, кстати, мы тоже работали.
не на стройке, правда, но работали. Поэтому сегодня мы очень плодотворно работу провели. И я пораньше освободился, приехал. И вот сейчас вещаю, потому что нужно людям рассказывать правду. Поэтому и я этим и заряжаюсь, если честно. Что является первопричиной войн на Земле? Футурализм НКО, говорит мне, такой вопрос вот задает. Я считаю, первопричиной войн на Земле является зло, которое есть на этой Земле. Я, как верующий человек, полагаю, что первое убийство на Земле произошло, когда Авель убил Каин, Каин убил Авеля. Это сыновья Адама. То есть человека, который был в раю, он убил, его сын убил своего брата. И с тех пор любая война, любое убийство, которое происходит на земле, происходит подобно тому, что сделал Каин, убив своего брата. И какой бы расы, какого бы национальности, каких бы цвет волос не был бы человек, если мы воюем и убиваем друг друга, мы убиваем брата своего. Это факт. Это 100% факт. Мы убиваем целую цивилизацию, целую вселенную, когда убиваем какого-то человека. Дай Бог, чтобы мы избежали этого, чтобы нам не пришлось это делать. Но на земле есть зло. Зло, которое творится, и оно творится при помощи бесовщины, дьявола, который есть на этой земле. И люди продаются этому дьяволу. Он им дает возможности зарабатывать, он им дает там какие-то мнимые ощущения его величия, гордыня. Это все зло, это все вот эти чувства. И, кстати говоря, когда я вышел вот на этот путь, когда я этим начал заниматься, я испытал, что я все через это прохожу. Все какие грехи, пороки есть на этой земле, я сполна получил выбор воспользоваться этим. И это очень интересный опыт, я вам скажу. Это просто невероятный опыт на самом-то деле. Поэтому я считаю, что убийство, как верующий человек, я считаю, что это убийство злом. Да, можно защищаться, можно обороняться и даже убить человека, если ты защищаешь свою жизнь, жизнь своих людей вокруг, любого, даже прохожего человека, если ты защищаешь его жизнь, честь. Вот я считаю, что первопричиной войн на земле является зло, которое творят люди, которые продались за деньги, за власть сатане, дьяволу. Я так считаю. Корень всего зла — сребролюбие. Ну да, сребролюбие, или это могут быть не обязательно деньги, это может быть жажда власти. Знаете, когда люди говорят, доходят до уровня, вот как Путин, столько лет находится у власти, то, хотя я не думаю, что он обладает такой безоговорочной властью, большей властью, чем он, я думаю, даже обладает возможностями, скажем так. Власть может быть у него побольше, но возможностями осуществлять свою деятельность в тени. Патрушев, банда ФСБ, они фактически, знаете, Путин — это такая договорная фигура, которую КГБ предложила Западу и сказала: вот мы можем вам, ФСБ, КГБ предложила Западу, сказала американцам, англичанам. Мы же знаем, когда Путина назначали, один из первых, кто прилетел, это был по-моему, Тони Блэр его звали, если я не ошибаюсь, который вместе с ним на концерт там в Петербурге ходил.
А это уже, между прочим, после взрыва в 99 году, когда Путин и Патрушев взрывали свои дома, российские дома, чтобы обвинить в этом нас. И уже началась война, Путин еще тогда премьер-министр, он еще не президент, и к нему прилетает вот британский этот премьер-министр, один из первых, который прилетел. Это тоже о многом говорит. Поэтому это такая фигура, которая на Западе согласились его принять. Сказали, вот, ну да, мы можем вот рассмотреть эту фигуру, ну, какие-то, видимо, свои там у них ограничения, разграничения там полномочий, власти, финансов и так далее. Вот сегодня мы пришли к тому, к чему вот пришли. Мы прошли геноцид целого народа. Целого народа. Представьте себе. Просто уничтожение на глазах всего. Причем этот народ не просто уничтожали. Его еще оболгали. Сказали, ты сам виноват. Ты сам фашист. То есть исламист, радикал, который не признает других, хочет всех убивать. Это фашист самый настоящий. Так вот в этом нас обвинили. В самом том, что в нас нет. Вот в этом нас обвинили. Обвинили нас те, которые сами являются фашистами. Бандиты, боевики, убийцы обвинили нас в бандитизме и в убийствах. Хотя мы защищали всего. Поэтому это вина не только Путина. Да, это ФСБ, это тут на Западе. И когда наши представители говорили с Западом, говорили, вот ну, что-то же нужно делать, как-то же нужно реагировать. Не скоро станут демократией. Потерпите немножко. То есть вас в концлагеря загнали, уничтожают, а вам говорят, потерпите немножко. И за это сегодня все платят. Вот за ту политику, которую вели 20-30 лет назад. Британские, американские, немецкие, французские и все остальные политики, за это все мы платим. Сегодня украинцы, украинская власть. Да, я про народы не говорю. Народы войны не начинают. Власти, правительство, спецслужбы начинают эти войны. Сегодня мы платим вот такую цену. Огромную цену. Украинский народ в первую очередь платит эту цену. Невероятную цену платит. И все пытаются где-то там себе что-то извлечь. И до конца не помогают Украине. Да, спасибо, что хоть это есть. Много чего помогается и так далее. Добровольцы есть и так далее. Но можно же было же просто взять НАТО. Можно же к консенсусу прийти. Сказать, смотрите, да, мы вот такие вот мудаки. Мы вот столько-то сделали. Могли же сказать натовцы? Могли. Мы довели это состояние, сами довели. Наши правительства, наши спецслужбы довели это состояние вот до такого состояния. Вот давайте мы сделаем так теперь, что вот Украине надо помочь. Вводим войска, и русские драпанули бы оттуда. Никакого применения ядерного оружия не было бы. Ничего не было бы. Просто собрали бы свои войска. Сами сказали, мы по вам ударим ядерными ракетами. Если вы сунетесь просто. Это большая игра. Особенно мы эту игру увидели при Нетаньяху и Трампе, которые начали вот там просто Путина вытаскивать из болота. Боятся их каких-то ядерных бомб там и так далее. Никогда в жизни не применят они. Никогда. Особенно после вот этого иранского случая, после того, как Хаминеи. Кстати говоря, с Хаминеи тоже очень интересная такая история произошла. Хаминеи, мусульмане, братья-мусульмане, защитники. Есть такая конференция исламских государств. Туда обращались чеченцы при Дудаеве, просили, просто дайте нам быть наблюдателями у вас там. Просто не полноценным членом, просто дайте нам там находиться. Просто у двери стул поставим, будем сидеть, слушать, что вы говорите. Может, иногда что-то, какие-то свои предложения высказывать. Азербайджан и Саудовская Аравия выдвинули, по просьбе чеченской стороны, выдвинули обращение к конференции исламских государств, чтобы осудить начало войны против первой русско-чеченской широкомасштабной войны,
России против чеченского государства, чеченского народа. И первым, самым ярым противником всего этого ее загасили. Кроме Ирана, кроме Азербайджана и Саудовской Аравии, больше никто эту инициативу практически не поддержал. И главным рупором России на этой исламской конференции был Иран. За это Ирану разрешили. Это самые мусульмане, обратите внимание. Самые мусульманистые мусульмане. Больших мусульман вы не найдете просто. Ну, если только вон Хизбаллу или какую-нибудь там Хамас. Братья-мусульмане. Там, бред собачий просто. Разводка. Вот о чем я вначале говорил, про то, что через религии нас пытаются управлять, нами пытаются управлять. За это Россия достроила Бушерскую атомную электростанцию в Иране, дала им технологии по обогащению урана, помогла с программой, ракетной программой, которые сейчас летят на Израиль, там, по странам соседям Ирана. И таким вот образом фактически арабские, мусульманские, не арабские, как мы знаем, Иран, но и арабские тоже предали братьев мусульман. Вот одна была надежда. Просто они могли просто сделать так, что мы не будем покупать нефть у России. Или просто арабские страны и тот же Иран могли сказать, мы будем много нефти производить, чтобы цены уронить. Просто ввести санкции, ввести, ну хоть что-то можно предпринять. Ничего. Все делалось в угоду перед Великой Русской империей. И что стало причиной, а кто это был? Али Хаменеи это был, вот которого американцы или евреи ракетами накрыли. Вот этот и был человек, который отказал в праве чеченцам на поддержку. За что его уничтожили? За ту самую атомную программу, вот за этот уран, который он у русских получил, и за те самые ракеты, которые он у русских получил. Он получил под старость лет, уже 80 лет, ему больше, по-моему, было, прилетели к нему ракеты. А вы говорите, Бога нет на земле. Как это нет? Очень даже есть. И рано или поздно, ну кто его мог бы так, ну как это с ним могло произойти? Он же во власти уже сколько там, 20-30 лет он находился во власти. Вот он был один из революционеров первых, там, вместе с первым этим Хаменеи, который у них там, или первый аятоллой верховным, который они издали себе. Захватили, просто узурпировали власть. Нигде в шиизме вот этого бреда, который они там сейчас творят над своим народом, этого нет. Просто через религию они просто управляют, там, зомбируют людей и так далее. Что с ним стало? Вот. И после этого оказалось бы, да, неприступен у него там стражи исламской революции, целая исламская революция у него стражи, да, защищен, в безопасности, ничто с ним может случиться. А может, оказывается, а может. Вот как бывает дело. В каждом из нас сидит кусочек дьявола. Одни ее вытесняют, другие смиряются. Но я бы не сказал, что нам сидит кусочек дьявола, хотя в некоторых он окончательно укоренился и сидит. Я бы сказал, что нам Бог дал право выбора, нам Он дал волю. Мы можем сделать хорошее что-то, мы можем сделать что-то плохое. Все зависит от нас. И вы, когда один раз делаете плохое, вы переживаете, там, мучаетесь. Второй раз можете повторить это сделать. Ну, по какой-то причине выгодно вам это, вы переступаете через себя. Третий, четвертый раз. И потом уже все это становится уже нормой для человека. И вот тогда он уже угрызения совести не чувствует, он привыкает к этому. А по большей части люди имеют право выбора. Все люди имеют право выбора. Бог нас не создал роботами, которые мы вот идем. Вообще, что такое наши мысли, что мы из себя представляем? Мы — это наши мысли. Все, о чем мы думаем, вот здесь заложена вся программа.
как мы видим. А это все складывается от сознательного, бессознательного, обучения, среды обитания. Все это все складывается в свою какую-то программу. И что такое мысли? Откуда берутся мысли у человека? И вот я одну интересную гипотезу, которую я считаю, можно ее рассматривать как та, которая реально существует. Что мысли, поток вот этой информации, который есть, это поток энергии, который идет. И у нас в голове есть вот эти рецепторы, которые ловят, радары, которые принимают эту информацию. Какую-то информацию мы не понимаем вообще. Ее мы просто пропускаем мимо себя. В силу того, что мы не образованные, не понимаем, что это такое, там, в какой-то области, например. Что-то мы понимаем, принимаем, и вот нам приходят мысли. Вот эта вся энергия, она, которая вот здесь в мире обитает, что мы не видим много чего. Вот мы сейчас общаемся абсолютно без каких-то проводов, без ничего. Вы видите меня в прямом эфире, онлайн. То вот я здесь сижу, все это видите, вы сидите у себя где-то там смотрите. Это невероятно, да, как так возможно, как изображение, звуки, все это передается. Потому что есть волны. Не было бы этих волн, этого не было бы всего, мы не могли бы общаться. Также вот есть другое измерение, которое мы пользуемся, но мы в нем не можем находиться. Также вот получаем информацию, которая приходит к нам в мозги. Мозг наш улавливает, наш радар улавливает. И вот у нас есть выбор. Вот лежит $1 миллион, и нужно убить человека. И все, у тебя 1 миллион в кармане. Вот сделаешь ты это или не сделаешь. Так, если грубо говоря. Ограбить кого-то, там, нанести ему вред. И вот ты сам решаешь для себя, можешь ты это делать или нет. И вот так вот мы и становимся. И есть, конечно, дьяволы. Как верующий человек, я знаю, что есть злые силы, которые нас натаскивают, нам подсказывают, что делать. Ну попробуй, 1 миллион же нужен. Вон там мама болеет, операция нужна, там квартиру купить надо, там жене шубу надо, еще что-то. Ну ладно, пристрелю-ка я этого человека. Ну все, ты сделал выбор. Продался золотому тельцу, дьяволу продался. Ты пошел на поводу своих страстей. А ты же знаешь прекрасно, мы же все знаем, что это нельзя делать. Да, что это что плохое, что хорошее. Нету на земле народа, которому Бог не послал бы своего просветителя, своего пророка, своего посланника, который не довел бы до нас. А сейчас вообще мы не можем отрицать, что мы не знаем никаких божественных законов, правил и так далее. Как бы теперь уже не отвертишься с интернетом, все мы прекрасно знаем. Поэтому я думаю, мы сами впускаем этого дьявола к себе в сердце, в душу, и потихоньку становимся уже его рабами. А там уже обстоятельства. Убил ты человека, надо скрыть это. Кто-то знает, шантажирует. Ну и так далее, и так далее. И самым большим дьяволом это КГБ СССР. Вот там, я думаю, это гнездо. Самое большое гнездо там на Лубянке или где-то там. Может, на Вернадского, где-то у них там находится, да. Ну и Кремль, конечно же. Как-то так, друзья. Сегодня у нас немножко философско-религиозный стрим получается. У нас, кстати говоря, очень сильные потопы начались. Опять, да, сейчас весна, вода с гор тает, ледники тают, потопы есть. Мне кажется, мы на пороге, а природа, она дает сигналы.
Я верю, что природа дает сигналы, происходят разные катаклизмы. Я думаю, что мы стоим на Кавказе, стоим на пороге больших, просто грандиозных перемен. В ближайшие время, годы мы увидим это все. И сейчас у нас происходят такие давно, много лет, может, 100 лет не происходившие такие наводнения, паводки, потопы, которые в какой-то степени очищают землю, с другой стороны, конечно, наносят многим и вред. Есть подтопленные дома, есть ущербы, которые наносятся. И это, мне кажется, тоже одним из признаков того, что у нас на Кавказе будет еще большие-большие изменения. Я надеюсь, в лучшую сторону. И я полагаю, что еще могут быть катаклизмы, если исходить из моего такого внутреннего ощущения и вот тех событий, которые сейчас, на пороге которых мы стоим, в которых мы уже находимся, варимся, и землетрясения, и оползни, и вот эти наводнения, потопы, все это может быть. Посмотрим. Дай Бог, чтобы обошлось для простых людей с минимального. Всю российскую армию и всех их пособников смыло этой водой к чертовой матери, к их матери, точнее сказать. Все будут говорить о мире, но мира не будет. Не будет, Осман. К миру никто не стремится. Никто не стремится. Люди хотят воевать, войти в историю как убийцы, массовые убийцы. Хоть как-то же нужно им войти в историю. Хорошими делами, как говорится, прославиться нельзя. Поэтому занимаются вот такими вот делами. Тоже вот сейчас уже стрим, уже 80 минут, я скоро буду заканчивать. Знаете, тоже очень интересно, что происходит в США. Вроде бы Соединенные Штаты, демократия, свобода, права, там, ну, очень мощные институты и так далее. И вот такой Вася Эпштейн какой-то, да, нарисовался. Там тусуются на его острове, ну, все просто, кто становится миллиардерами, президентами, там, конгрессменами, там, большими владельцами больших там информационных агентств. Ну, короче, вся элита, скажем так. И как будто об этом не знают. Вот во всем виноват один Эпштейн или один Моссад. Все сейчас модно стало все валить на евреев. Кстати говоря, евреи являются инструментами в этом во всем. Кто-то добровольно, кто-то неумышленно, но по большей части сейчас все валят тут евреи. И в итоге получается так, что все такие святые, ничего не видели, ничего не знают. Вот все какое-то там плохие там появились, там евреи всем управляют, как в России все там кадыровцы управляют, чеченцы управляют, они рассказывают. Вот а все такие святые, никто никакой коррупции, никто никого там на острове Эпштейна не возит. Ну, вот все происходит. Само собой, вот какие-то там кадыровцы нарисовались с 3 классами образования, все управляют. Или какие-то евреи нарисовались, ну там образование получше, но все равно управляют всем, там, всем миром, там, координируют, управляют. А все такие дурачки, ложки такие, непонятные, ничего не понимают. Ой, оказывается, это евреи все делают. Боже мой. И потом по какому-то странному образу, как и с Березовским, Эпштейн погибает в тюрьме. Если он погибает в тюрьме, на самом деле. Нам говорят, да, его убили. Может, убили, может, не убили. Я уже не знаю, кому чему верить. И в итоге вся эта ситуация уже дошла до такого состояния, что общество в Америке сказало, все, хватит. Даже спецслужбы сказали, некоторые спецслужбы, все, потому что не все спецслужбы в этом замешаны. Есть какие-то там секретные, какие-то там туда-сюда, которые занимаются этим всем. И вот теперь они приняли закон, где нужно назвать все разблокировать, все сделать достоянием общественности. Все, что связано с Эпштейном. Его переписки, все, что. Ну, что не затрагивает там личную там
честь там каких-то людей, где там они, маленькая девочка, которых насиловали, там, я представляю, что они там вытворяли. И вот эта девочка сейчас, ей может быть уже 40 лет, и ей бы не хотелось бы, чтобы все знали. Ну, допустим, ее можно скрыть, это нужно скрыть, это обязанность. Но кто посещал этот остров, кто занимался вот этими всеми делами нехорошими, которые там происходили, по закону они обязаны все рассекретить. Они не рассекретили. Представьте себе, не все, то есть рассекретили много чего, но не все рассекретили. А вот это не все, оно, наверное, имеет больше значения, чем то, что рассекретили. И вот есть такой Масси, американец, пообещал публично зачитать имена клиентов Эпштейна до того, как покинет Конгресс. Член Палаты представителей Томас Масси заявил в интервью NBC News, что Минюст США опубликовал не все файлы по делу Джеффри Эпштейна. Хотя по Эпштейну это закон, они обязаны, они не могут это скрывать. Представьте себе, насколько нужно иметь власть и влияние, чтобы это делать. Убивать в тюрьме в американской, да, самоубийство говорят. Но может быть, даже это вообще было, как с Березовским. Тоже каким-то странным образом Березовский там повесился у себя там туда-сюда. Причем Березовский повесился именно в тот момент, когда он у Бадри Потарцашвили, по-моему, звали какого-то его коллеги, миллиардера, у его жены, который тоже умер, очень при странных обстоятельствах, у его жены отсудил, по-моему, 800 миллионов фунтов стерлингов, и после этого сразу умер. Вот пока он не отсудил, он не умирал, самоубийством не поканчивал, отсудил и сразу умер. То закрадывается мнение, что Березовский воспользовался программой защиты свидетелей. То же самое могло произойти там с этим же Эпштейном, например. Хотя, не знаю. По крайней мере, этот в тюрьме сидел, этот у себя на даче был, у себя в доме был. И вот это все не рассекречивается. И вот дальше конгрессмен утверждает, что имена как минимум 3 миллиардеров, связанных с секс-преступником, до сих пор не названы. По его словам, пока исполняющий обязанности генпрокурора Тодд Бланш и директор ФБР Кэш Патель занимают свои посты, рассчитывать на аресты высокопоставленных фигурантов сети Эпштейна не приходится. Масси также напрямую обвинил Бланша, то есть исполняющий обязанности генерального прокурора Соединенных Штатов Америки, обратите внимание, в нарушении закона. Помимо этого, политик отметил, что Мелания Трамп сомневается в версии, будто Эпштейн действовал в одиночку. Накануне Масси, представляющий штат Кентукки, проиграл праймериз ветерану ВМС США Эду Галрейну, которого поддержал Дональд Трамп. Именно Масси стал автором инициативы о рассекречивании файлов Эпштейна. Конгрессмен также критиковал президента за военные операции против Ирана и большой красивый закон о бюджетных расходах. Говорится в этом посте. Вот такая вот интересная вещь, и вот такое вот интересное время мы живем, друзья. К большому сожалению, не хотят делать так, чтобы мы жили в демократии и сами распоряжались своими жизнями, своими судьбами. Как-то так, друзья. Так, что у нас по вопросам? Привет, Муслим. Привет, Има. Привет, Шаму. Всех, друзья, приветствую. На этом я свой, друзья, стрим закончу. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Завтра у нас вторник. Мы выйдем в эфир с Аядом Идиговым. Ну и как обычно, все вместе. Слава Украине. Все будет Ичкерия. God bless the United States of America and Germany. Адикюэль Маш Ойл. Всего хорошего, друзья. До свидания. До завтра.